Геополитика – это научная дисциплина, изучающая в единстве географические, политические и другие факторы, оказывающие влияние на стратегический потенциал государства. Это наука о контроле над территорией. И сегодня в нашей студии российский политолог Александр Скаков. Тема лекции «Абхазия в геополитическом контексте Кавказа». Ситуация в мире сложная не в первый раз, это, в общем-то, такая закономерность. Ситуация в мире примерно лет 100 или 200 назад была не менее сложной, чем сегодня. Было то, что называется большая игра. Скаков Александр Юрьевич, московский археолог, кандидат исторических наук, политолог. В 1993 году окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, затем аспирантуру Института археологии Российской академии наук. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Кабано-колхидские топоры как исторический источник». С 1997 года работает в должности научного сотрудника отдела бронзового века Института археологии. Является заведующим отделом стран СНГ Российского института стратегических исследований. Являлся заместителем начальника Северокавказской археологической экспедиции. Проводил работы в Республике Северная Осетия-Алания. В 2002 году вместе с Аркадием Джопо создал Гудаутскую совместную экспедицию Российской академии наук и Абиги. Экспедиция проводила исследования в селах Ачандар, Абгархук, поселке Акармара. Является автором 77 научных публикаций по археологии Кавказа. Из них около 50 посвящено археологии Абхазии. Автор концепции о выделении Бзыбской и Ингуро-Рионской археологической культур в составе Кабано-Колхидской культурно-исторической общности эпохи поздней бронзы, раннего железа. Автор около 30 научных статей по политологии и конфликтологии Кавказа, в большинстве которых затрагивается проблематика современной Абхазии. Большая игра – это было противостояние держав, в первую очередь Англии и России, хотя и других держав тоже, за влияние на Кавказе, в Азии и на Балканах. Не только там шло также большое противостояние между Россией и той же самой Англией за влияние на современное население Польши, современной Украины, современной Белоруссии. То есть все возвращается на круги своя, и все в мире повторяется. Опять же шло, на протяжении больше чем 200 лет, шло противостояние, борьба между Россией и Турцией. За влияние на Балканах, за влияние на Кавказе, за те же самые проливы, Босфор, Дарданеллы, и за контроль над Черным и Средиземным морем. И в этом плане, опять же, была важна и была очень негативна роль западных держав. То есть роль Запада, который искусственно поддерживал противоречия между Россией и Турцией и вмешивался в их интересы, в их отношения. Мы можем напомнить, например, о событиях Крымской войны, когда на стороне Турции выступили европейские державы. Конечно, у России была совершенно различная роль и различные были действия и на Кавказе, и в Азии. Было много позитивного, было много негативного. Все мы знаем о событиях, связанных с Кавказской войной, о махаджирстве. Вы знаете это лучше, чем я. Не буду про это заново говорить. Конечно, эти события негативные были, но было и много другое. Россия построила дороги, построила школы. Россия способствовала формированию и развитию местных культур. Я думаю, что, например, у осетин не могло появиться ни Кастахи Тагуров, ни Гайта Газданов, которые классики сейчас считаются, без вот этого влияния, воздействия стороны России и культуры России. Так что роль России была здесь двоякой. Оценивать ее однозначно позитивно, однозначно негативно было бы крайне сложно и неверно, наверное. Дальше была революция.
После революции случилась одна не очень позитивная вещь. Большевики в своих целях выписали, искусственно выпячивали национальный вопрос. То есть шло формирование наций, которых не было до этого. Все, например, знают, что никогда не было страны под названием Азербайджан. Она появилась только после революции. Азербайджаном обычно называлась территория современного северного Ирана. То же самое касается, например, появления такой страны, как Молдавия. Собственно, Молдавия находилась не на территории современной Молдавии, а на территории современной Румынии. Молдова была областью Румынии, а Молдавия появилась уже именно после революции. То же самое касается и формирования, например, Белоруссии. Но, опять же, страны Белоруссии не было никогда. Да? Касается и Украины в ее нынешних границах, условно говоря, в нынешних границах. Был такой термин, называется украинизация, когда после революции большевики в своих интересах, в своих целях создавали украинскую элиту, украинское самосознание. И даже были случаи, когда, например, в школах ученики и их семьи отказывались учить украинский язык. Говорили, что нам это не нужно, это не наш язык. А их заставляли его учить, тем самым формируя то, что мы имеем сейчас. Тем самым большевиками была заложена некоторая мина замедленного действия. И, наконец, могу напомнить и о таком случае вопиющем, как передача Крыма Украине, сделанная совершенно таким волюнтаристским решением Хрущева. И, наконец, то, что было сделано выселение народов Северного Кавказа во время войны по приказу Сталина, когда, напомню, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки были выселены в другие регионы бывшего СССР, а их республики были ликвидированы. Далее случился распад Советского Союза. После лет стабильности и развития это случилось. И в этот распад, который шел, конечно, по своим объективным причинам, в него вмешался внешний фактор. Внешним фактором оказались Америка и страны НАТО. После распада СССР, конечно, Россия была в глубоком кризисе. Прошло время, и Россия стала, как сейчас говорится, подниматься с колен. Медленно, но тем не менее пытаться что-то сделать. Таким своего рода этапами этого пути, такое вставание России с колен, стали события, например, в Косово, стала война против Ирака, развязанная американцами, стали события в Ливии. Я напомню, что во время событий в Косово и когда Косово было отторгнуто от Сербии, был сделан так называемый марш на Приштину, когда российские войска совершенно неожиданно для американцев заняли аэропорт в городе Приштина, тем самым повлияв на ситуацию в регионе и в Косово. Но потом это было сдано, то есть это было такое очень рисковое предприятие, которое, к сожалению, потом оказалось никому не нужным. Своего рода рубежом стали события 2008 года. То есть стала развязанная Грузией война против Южной Осетии и дальнейшее признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. После этого ситуация стала меняться. Несмотря на то, что многие говорили, что Россия проиграет, Россия сделала ошибку, выяснилось спустя годы, что Россия не проиграла и Россия не сделала тогда никакой ошибки. И следующим рубежом стали события, недавние события, связанные с присоединением к России Крыма и событиями в Новороссии. То, что сейчас еще продолжается, и то, что мы с вами видим постоянно по телевизору, и то, что мы с вами знаем. Причины этих событий, можно сказать так, что Россия была вынуждена это сделать. Россия совершенно не собиралась ни заниматься развалом Украины, ни заниматься воссоединением Крыма. В интересах России была стабильная, дружественная Украина. Но, опять же, вмешался Запад, то, что называется коллективный Запад. На Западе была выдвинута идея так называемого ассоциированного членства. Именно так называемое, потому что ассоциированное членство в Евросоюзе или с Евросоюзом не является ни этапом по вступлению той или иной страны в Евросоюз, ни каким-то таким рубиконом важным. Это обман своего рода. То есть, предлагая ассоциированное членство той же самой Украине, или Грузии, или Молдавии, Запад не давал никаких гарантий и обещаний, что Украина или Молдавия в будущем станут членами Евросоюза. Любой блок, любая организация имеет пределы своего расширения. И, как мы с вами видим сейчас по событиям, связанным с Грецией, Евросоюз уже перешел грани своего возможного расширения. Расширяться дальше он не может и не будет.
Возможно, только Молдавия сможет стать будущей частью Евросоюза, но только в том случае, если Молдавия станет частью Румынии. Ну, тогда Евросоюз сможет переварить маленькую такую крошечную Молдавию. Но думать о том, что Евросоюз примет в себя Украину, например, это было бы, мягко говоря, недальновидно и нереально. Я еще напомню, что статус ассоциированного члена Евросоюза имеет не только сейчас не только Грузия, Украина и Молдавия, но и, например, страны Северной Африки или Израиль. Никто всерьез не думает о том, что, например, Тунис или Марокко могут стать будущими членами Евросоюза. Об этом нет и речи. Но почему-то наши друзья, партнеры, например, в Тбилиси, очень уверены, что рано или поздно Грузия будет членом Евросоюза. Мне думается, что это такие иллюзии, не основанные на реальностях. Целью этой идеи ассоциированного членства было оторвать эти страны, Молдавию, Украину, от России. И Армении также сначала. Но Запад здесь добился немножко другое, чем он хотел. В итоге получилось не оторвать от России, а порвать на части. То есть ту же самую Украину порвали на части. И сейчас события в Новороссии – это последствия именно недальновидной политики Запада по отношению к той же самой Украине. Недальновидной и безответственной политики Запада. События, связанные с воссоединением Крыма с Россией, опять же, были вынужденными. Понятно, что Россия не могла допустить ни дрейфа Крыма вместе с Украиной на запад в сторону НАТО, ни замены нашего флота в Севастополе флотом НАТО, например, ни потери базы флота, Черноморского флота в Севастополе. Известно, что на Черном море есть всего два места, где может находиться большой флот. Это бухта в Синопе, в Турции, и бухта в Севастополе. Флот не может стоять ни в Новороссийске, ни в Туапсе, ни в Сухуме, при всех плюсах этих очень хороших мест и городов. Сейчас, конечно, самый большой вопрос и самая большая проблема – это что будет дальше с Приднестровьем и с Новороссией. Мы напомним, что Приднестровье является анклавом, где живут граждане России, где находится военная база России, Приднестровье, анклавом, ориентированным полностью на Россию. И сейчас Украина вместе с Молдавией блокирует Приднестровье, всячески мешая и поставкам людей, грузов, и перемещением людей в этот регион. Ну и даже то, что было назначено главой Одесской области господин Саакашвили, уже сам по себе о многом говорит. Там, где находится Саакашвили, там находится война или ее угроза. Поэтому угроза того, что начнется война в Приднестровье, она сейчас очень реальна, и это является, наверное, не меньшей угрозой для мира, чем события вокруг Новороссии, вокруг Донецка и Луганска. Конечно, то, что сейчас из-за событий в правительственной Украине началось противостояние между Россией и Западом, является очень негативным фактом. Конечно, санкции, введенные Западом против России, это санкции надолго, и России надо будет с ними жить. Надо будет с ними как-то существовать. Есть такое ощущение, что на Западе очень не хочется кому-то видеть Россию вообще. То есть им хочется, чтобы им поставляли нефть и газ, поставляли не россияне, не русские, а, например, северные медведи. Так не бывает, северные медведи не могут поставлять нефть и газ, они умеют ее качать. Поэтому все равно Россия останется. Кажется так, что на Западе думают, что Россия самая большая угроза для Запада. Но это не так. Есть гораздо более важные угрозы для всего мира и для Запада также. Мне назову эти угрозы. Во-первых, это угрозы, конечно, радикального исламизма, того же самого ИГИЛа. То, что происходит сейчас в Сирии и в Ираке. Ведь рано или поздно те, кто уехали воевать в Сирию или в Ирак, они вернутся. И вернутся они не только в Россию. Они вернутся и в Англию, где очень много боевиков, уехавших воевать туда, и в Англию, и во Францию, и в другие страны. И вернутся они обученными, умеющими только воевать и убивать. И это будет угроза для всего того же самого Запада, и для России также. Другая угроза – это угроза миграции. Все знают хорошо то, что какие волны миграции сейчас хлынули на ту же самую Италию, на Запад, из той же самой Ливии или из Сирии. Это миллионы людей уже. И что они будут делать, как они впишутся в этот западный мир хваленый, да, это не очень понятно все. Дальше связана с этим другая угроза, угроза ксенофобии. То есть когда люди начинают делить друг друга по национальному признаку, мы хорошие, они плохие, деление на мы и они. Это тоже очень важно, и это актуально и важно и для России также. Все мы помним события, например, в Кандапоге, события в других городах России, когда на национальной почве
на почве неприятия той или иной культуры, той или иной нации возникали проблемы, возникали то, что можно назвать погромами и так далее. Это было и в Москве. Здесь интересный фактор, то, что вот все города, где были такие проблемы в национальной почве в России, это города депрессивные. То есть в России не во всех городах уменьшается население, но во всех городах, где это было, везде население уменьшается. Почему уменьшается? Нет работы, людям негде работать. Люди из-за этого ищут виноватого. И даже, возможно, местная власть помогает им его найти. Ну, вот кто виноват? Виноваты не мы, а виноваты чужие. Вот понаехали всякие, вот они у нас отнимают нашу работу, наши рабочие места, давайте мы их выгоним и так далее. И эта проблема есть во всем мире. Кстати говоря, вот приведу такой пример. Есть такой город Хотьково, там тоже были события на национальной почве. Город Хотьково находится возле Москвы, в общем, 2 шага. Там можно жить, а работать в Москве. Это не так далеко от Москвы. Вот. Но почему-то все города, или почти все города Московской области, население растет, а Хотьково население уменьшается. Почему? Видимо, проблема не в том, что это плохой город, а проблема в местной власти. И местная власть пытается найти виноватого в этих проблемах. Виноватым становятся приезжие, мигранты. Конечно, когда мы говорим о Западе, надо понимать, что Запад он разный, но сейчас, когда Запад вмешивается в события в той или иной части мира, последствием обычно является хаос. Вот Запад вмешался в события в Ираке, что мы имеем в Ираке? Вмешался в события в Афганистане, и что там мир установился? Там нет никакого мира. Вмешался в Ливии уже почти что нет такой страны. Вмешивается в Сирии тоже все хуже и хуже ситуация. Конечно, не надо делить мир на черный и белый. То есть, что вот Запад, он весь плохой, а Россия, вот, например, хорошая, или Китай хороший и так далее. Все очень разное, все очень многоцветное, все не так просто. Безусловно, Россия является частью Европы, конечно, так же, как и Франция, так же, как и Германия. Но Европа, она становится все больше и больше историей, она уходит в прошлое. Европа меняется, она становится не Европой больше. Да, Россия дала, например, Европе Толстого, Достоевского, Чайковского, Рахманинова и многих-многих других. Но это все прошлое Европы, это история, это культура Европы. А что будет завтра? Где будет завтра находиться Европа? Здесь важно еще то, что в Европе довольно плохо стоит дело с отношением к национальным меньшинствам. Там нет понимания того, что именно национальный вопрос является очень важным и очень критичным для будущего любой страны. Есть такой вот немецкий известный банкир, публицист Тило Сарацин. В свое время он был социалистом, потом писал книжку, которая называется «Германия. Самоликвидация». В этой книжке он, например, пишет, он приводит данные о росте населения, преимущественно мигрантов из Турции в Европе, пишет, что все это очень плохо, что эти мигранты не вписываются в общество Германии, все это обосновывает. Хорошо, все понятно. Дальше делает странный вывод. В Германии все должны быть немцами. Как же так? А как же национальное меньшинство в Германии? Вот. Почему они все должны быть немцами? А если человек хочет быть, например, турком или арабом, что он не может им быть? Тем более, что в Германии по Конституции прописано наличие 4 национальных меньшинств. Это лужичане или лужицкие сорбы, славяне, живущие в Саксонии, это фризы, живущие на границе Дании и Германии, это цыгане, это евреи. Как же быть с ними? Они тоже должны быть немцами все. И, конечно, Запад часто бывает необъективен. Ну вот пример Тило Сарацина я уже привел, то, что его выводы не вытекают из его посылок. Ну вот, например, отношение Запада к той же самой Абхазии или к Южной Осетии, оно тоже показывает его необъективность. То есть почему, например, жители Южной Осетии или Абхазии, преимущественно Абхазии, не могут свободно выехать, получить шенгенские визы, свободно выехать в Францию, Германию, Италию? Почему надо чинить им проблемы, препятствия? А все это делается с молчаливого согласия Запада. Конечно, с участием, разумеется, Грузии. Мир делится все больше и больше на зоны влияния. Создаются новые линии противостояния, это и между Россией и Западом, и между Западом и Китаем, и так далее. И в этой связи вот то, что как движется, какое место занимает Абхазия и Южная Осетия, оно тоже связано с этими линиями противостояния. То есть Абхазия и Южная Осетия – это, безусловно, независимые страны, но ориентированные на Россию и никогда не желающие ориентироваться ни на Грузию, ни на Запад.
Я думаю, что независимость Абхазии и Южной Осетии является константой, и это не подлежит никакому сомнению. Никто в России не хочет ни сдавать Абхазию и Южную Осетию кому-либо, ни лишать их независимости. Важной проблемой для всего Кавказа является вопрос о Нагорном Карабахе. Это своего рода болевая точка, серьезная угроза для мира на Кавказе. Да, Россия дала гарантии безопасности Армении. Да, в Армении находится военная база России. Но, тем не менее, в Азербайджане все больше и больше нарастает военная истерия. Азербайджан явно готовится к войне, и война, скорее всего, рано или поздно начнется. Даже вне желания официального Баку. То есть она может начаться сама по себе. И, конечно, нарастание вот этой истерии и настроений просто даже антиармянских, настроений ксенофобии является очень негативным и опасным фактором. Самое плохое то, что никто не пытается спасти мир вокруг Нагорного Карабаха. То есть такое ощущение, что все, в общем-то, кроме России, они от этого устранились. Ни американцы, ни Евросоюз, ни НАТО ничего для этого не делают. Еще важная проблема будущего Турции. Турция, конечно, страна великая, но вот политика руководства Турции, она ведет, мне так кажется, страну в некоторый тупик. В свое время была поставлена цель, что Турция не будет проблем с соседями. Тем не менее, проблемы с соседями Турции нарастают все больше и больше. Это проблема, связанная с курдами, проблема, связанная с Сирией сейчас. Это нерешенность проблемы, связанной с Арменией, нерешенность проблемы Северного Кипра, ну и так далее. Масса проблем. И вот вопрос стабильности в регионе, он связан также с вопросом о стабильности в Турции и по периметру ее границ. В будущем, вероятно, предстоит новый раунд борьбы между Россией и Западом за влияние в регионе. И такими вот важными аспектами, важными местами этой борьбы станут, возможно, Армения и страны Центральной Азии. Я напомню, что сейчас, например, президенты Казахстана, Узбекистана находятся в довольно преклонном возрасте. Рано или поздно они уйдут. И вопрос, что будет после их ухода. Не будет ли там каких-то новых пертурбаций, новых революций роз, цветных революций и всего прочего. Это тоже важная угроза. Конечно, мы сейчас видим усиление Китая. Усиление Китая происходит везде. Это видно хорошо и в России. Это видно и на Кавказе даже, потому что у Китая очень серьезные есть амбиции, интересы, связанные с Грузией. Даже в далекой Африке позиции Китая неуклонно растут. Китай постепенно скупает активы, становится самой влиятельной силой во многих регионах мира. И вот эта вот угроза Китая, она будет рано или поздно все больше и больше нависать над современной Европой, которая почему-то видит только Россию и не думает о будущем, о том, что будет дальше. Ну, в этой связи, конечно, немножко два слова о месте Абхазии и о будущем Абхазии. Я думаю, что для Абхазии очень важна, самая такая большая проблема – это проблема стабильности Абхазии, чтобы Абхазия была стабильной страной. Это очень важно. И важно также и то, чтобы в Абхазии началось развитие экономики. То есть, чтобы деньги шли не только на постройки стадионов и школ, это тоже очень важно все, разумеется, но и на создание новых предприятий, на создание того, что может выйти на мировые рынки. Также важная проблема, важная задача для Абхазии – это чтобы все-таки и Россия и Абхазия вернулись к вопросу о постройке дороги между Черкесском и Сухумом. Дорога, имеющая важное значение и для экономики, и для политики. И вообще, конечно, она будет иметь важное значение также и для подъема экономики горных районов Абхазии. Потому что жить только морем, Приморским побережьем и курортами возле моря нельзя. В Абхазии богатейший потенциал именно горного туризма, отдыха в горах, его надо использовать. Что касается того, что сейчас есть проблемы с получением денег из России, я уверен, что эта проблема будет решена, что деньги из России придут. Ну, конечно, надо понимать, что в России самой сейчас большие проблемы. Вы сами знаете, что происходит с курсом рубля, что происходит с ценами на нефть. Все это тоже влияет на ситуацию. Но сейчас важно то, что Абхазия, и мы видим хорошо это, Абхазия все больше и больше начинает выживать сама. То есть она ищет потенциалы для внутреннего развития и для того, чтобы не думать только о помощи из России, а чтобы развиваться самой, искать эти ресурсы. Я думаю, что здесь также большой потенциал и большие надежды меня на это возлагаю.
Что же касается признания Абхазии стороны других стран мира, я думаю, что оно будет. Просто надо потерпеть, подождать немножко. Рано или поздно все, включая ту же самую Грузию, поймут, что Абхазия – это навсегда, это константа, и с этим смириться. Я хотел спросить, вы говорили, что там, Абхазию там со временем признают другие государства. А как вот вы смотрите на то, что если Абхазия признает Донецк, Донбасс? Да. Новороссию. Малороссию. Да. Новороссию. Да. Да. Ну я думаю, что в этом не будет ничего плохого, собственно говоря. Южная Осетия это сделала, серьезная ситуация это не повлияла никак, разумеется, но плохого я вот ничего не вижу. Да, вот именно, то, что хуже не будет, это точно. Александр Юрьевич, хотел бы вернуть вас в Новороссию, как вы назвали. В истории международных отношений мы, если окунемся, знаем о том, что великие державы идут на сговор. Это и послевоенная Германия, Корея, сейчас которую пожинаем. Не кажется ли вам, что проблема Новороссии, проблема Юго-Востока России – это сговор между Западом и Россией? Я думаю, что если был бы какой-то компромисс найден между Россией и Западом, было бы, наверное, только хорошо, но Запад сейчас не готов к поиску компромиссов. Я не уверен, готова ли Россия к этому и ищет ли Россия этот компромисс. Но то, что Запад не хочет компромисса, это факт. Поэтому сговор невозможен, если стороны находятся на совершенно разных позициях. Если Запад будет менять свои позиции как-то и будет хотя бы немножко учитывать интересы не только России, но и населения, проживающего в той же самой Новороссии, тогда возможен то, что вы называете сговором. Да? Вот. Можно назвать это сговором, можно назвать это компромиссом. Вот. Но пока что я не вижу для него почвы. На почве чего? Сговор. О чем сговор? История покажет. Да. Вернемся еще раз к Корее. В 1945 году вроде бы помыслы были хорошие. В конце концов-то оказалось, что Южная Корея оказалась зоной оккупации США, северная зона оккупации России. Да. И сейчас эта проблема встает во весь рост, и это был сговор. Ну да. Это был вынужденный сговор. Но тогда все-таки Запад был больше настроен на учитывание интересов России. СССР тогда еще. Сейчас я не вижу готовности со стороны Запада к тому, что можно назвать сговором. Он не хочет, он хочет все получить. И Новороссию, и Крым, и еще Россию поставить в угол, загнать. Чтобы от России осталось только Сибирь осталась. Вот. Из Сибири шла нефть и газ. Вот. А России чтобы не было. Поэтому вот такая ситуация. Поездки Буджунадзе в Москву и попытка как бы сближения Грузии и России в новом руководстве, в грузинском руководстве. Ну, конечно, главный вопрос – это Южная Осетия и Абхазия. И вот как вопрос сближения. Это вполне возможно. Не скажется это на взаимоотношения Абхазии и России? Нет, не скажется. Не скажется. Никак не скажется, потому что между Грузией и Россией есть масса вопросов. И главный вопрос из них – это Абхазия и Южная Осетия. Они остаются. И всякие движения навстречу друг другу, они возможны, конечно. Возможно облегчение визового режима, например, для грузин. Вот. Возможно, другие какие-то шаги России в сторону Грузии. Но это не повлияет серьезно ни на курс Грузии в сторону Запада и НАТО, ни на позицию России. В цивилизованных странах создают целые институты, где проводится анализ событий и вырабатывается прогноз развития государства. Всегда интересен взгляд со стороны, ведь большое видится на расстоянии. До свидания.